себя-то я немножко видел, я себя не вижу. То есть с некоторым... Хорошо. Что, уважаемые коллеги, начинаем работу вебинара по организации и проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии в 2017-2018 году. Меня попросили рассказать об основных, так сказать, требованиях, хотя в большей степени, конечно, я компетентен ответить на вопросы по организации направления техника и техническое творчество, в меньшей степени по направлению, связанное с то, что касается участия девушек. Но могу сказать, что проведение муниципального этапа Олимпиады связано с тем, что, согласно положению, определяется, что проведение ее осуществляется в сроки не позднее 25 декабря, до 25 декабря. Составы региональных предметно-методических комиссий формируются из числа педагогических, научных и научно-педагогических работников. Значит, основные требования по проведению, в принципе, вместе с заданиями, они тоже высылаются, потому что нас попросили подготовить, и эти требования, по сути дела, подготовлены на основе тех требований, которые сформированы именно рекомендациями Москвы, то есть методических рекомендаций по разработке заданий и требований к проведению школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии в 2017 и 2018 году. Говоря о направлениях, хочу сказать, что в направлении в номинации «Техника и техническое творчество» также традиционно проводится и второе направление – это номинация «Культура дома» и «Декоративно-прикладное творчество». Значит, что касается номинации «Техника и техническое творчество», то так же, как и по направлению «Культура дома» и «Декоративно-прикладного творчества», Олимпиада проводится в 3 тура. Значит, первый тур – это теоретический тур, в котором разработаны комплекты заданий. Значит, в основном, разработаны в данной ситуации 3 комплекта заданий. Для учащихся 7 классов это 20 заданий, 19 вопросов тестового характера и нетестового характера и 1 задание творческое. И для учащихся 8-9 классов и 10-11. То есть вот 3 направления: 7 классы, 8, 9, 10, 11 классы. По 25 вопросов это для 8, 9, 10, 11 классов. Значит, 25 вопросов тестовых, нетестового характера и 1 задание творческое. Значит, если говорить о номинации «Культура дома» и «Декоративно-прикладное творчество», то там требования точно такие же по количеству заданий. Значит, задания уже, комплекты заданий разработаны, и в принципе они высылаются как раз в соответствующие города, районы для именно организаторов вот этого этапа, муниципального этапа Олимпиады. Теперь, что касается второго этапа. Если кратко еще сказать, что какие, так сказать, характеры заданий должны присутствовать в номинации «Техника и техническое творчество», это электротехника, автоматика, робототехника, вопросы технического моделирования, конструирования, художественная обработка материалов, вопросы социально ориентированных проектов, современный дизайн, проектирование объектов с применением современных технологий, 3D-технологий, фрезерные станки, ЧПУ и другие. Проектирование новых материалов с заданными свойствами и объектов из новых материалов. Это что касается заданий теоретического тура, что это должно быть отражено. Это в определенной степени отражено в тех заданиях, которые в теоретическом туре будут представлены. В номинации «Культура дома» и «Декоративно-прикладное творчество» это проектирование и изготовление швейных изделий, декоративно-прикладное творчество, связанное с рукоделием, ремеслами, проектирование сельскохозяйственных технологий, современный дизайн, также социально ориентированные проекты, национальный костюм, проектирование объектов с применением также современных технологий 3D. Если говорить о регламенте, он также отражен в том комплекте заданий, которые вам высланы. Значит, первый этап включает выполнение теоретического задания в течение 1,5 часов, то есть 90 минут. На выполнение второго тура практических работ выделяется 2 часа, 120 минут. И презентация проектов. Что касается второго тура, значит, второй тур предусматривает выполнение практической работы учащимися. В этом году, как и в прошлом году, Москва в своих рекомендациях для проведения этого этапа
рекомендуют, так сказать, организацию практической деятельности еще и с применением станков числовым программным управлением. Но зная, что сегодня, в общем-то, в республике, может, только единичные школы, так сказать, имеют такое оборудование, то, в общем-то, мы в требованиях для муниципального этапа об этом пишем, но, в общем-то, задания практического характера в основном касаются, например, ну, что касается техники технического творчества ребят, то есть это ручная обработка древесины, ручная, значит, слесарное дело и, значит, электротехнические работы. То, что, в общем-то, реально можно организовать, учитывая, что проведение практического этапа, ну, идет по выбору, то есть учащиеся могут выбрать вид работы. В общем-то, это предусмотрено и, значит, на этапе Всероссийской олимпиады, то есть и республиканского этапа, и также эти рекомендации оговариваются и на этапе, значит, муниципальном этапе. Значит, что касается направления культура дома и декоративно-прикладное творчество, там также, как, в общем-то, и в прошлом году, задания касаются, в общем-то, изготовления элементов швейных изделий и моделирования. То есть, в общем-то, все достаточно традиционно, как это многие годы, в общем-то, и проводилось. Каких-то таких, может быть, серьезных изменений здесь не будет. Третий этап – это презентация проекта. Ну, предусмотрено от 8 до 10 минут на выступление. Что касается критериев оценки, ну, я не думаю, что, может быть, так на слух это все будет нормально восприниматься. Для того, что по критериям оценки как проекта, так и практических заданий, карты по операционного контроля, они также высланы, как это и было в прошлые года. И по этой карте, по этим картам можно, так сказать, достаточно хорошо оценить выполненные практические задания учениками. Ну, если говорить о творческом проекте, то предусматривается, что в творческом проекте также 3 основные раздела, которые оцениваются. Первый – это оценка пояснительной записки проекта. Вот, ну, тут идет, дело в том, что есть некоторые различия в критериях оценки по направлению культура дома и декоративно-прикладное творчество и по направлению технико-техническое творчество. Если брать у ребят, то у ребят, здесь у юношей, это оценка пояснительной записки предусматривается 15 баллов, вот, оценка изделия до 20 баллов, ну, 20 баллов, и оценка защиты проекта 15 баллов. Вот. Если говорить о культуре дома, то, значит, здесь критерии оценивания немножко отличаются. Значит, пояснительная записка предусматривает 14 баллов, вот, и даже показатели немножечко различаются, в отличие от, так сказать, юношей. Изделие, продукт, значит, 20 баллов, вот. Там 3 показателя. Защита проекта, самозащита 14 баллов. И еще включаются дополнительные критерии, баллы, которые прибавляются или вычитаются в зависимости от, так сказать, в процессе защиты. Ну, такие вещи, как самостоятельность выполнения проекта, использование знаний внешкольной программы, владение понятийным профессиональным аппаратом и так далее. Но эти критерии, еще раз говорю, они высланы вместе с заданиями, описаны в рекомендациях по организации вот этого этапа. Что касается баллов, то учащиеся в целом в 7 классах максимально могут получить 115 баллов. Это 25 баллов за практическую, за теоретическую часть, 40 практика и 50 это проект. 8, 9, 10, 11 125 баллов. 35 это теория, 40 значит, это практика и 50 баллов это творческий проект. Ну вот в целом основные как бы такие моменты, которые просто хотелось бы еще раз отметить. Вся эта описательная часть, взятая из рекомендаций всероссийской, то есть Москвы, она в сжатом виде по основным позициям вместе с заданиями, с рекомендациями по оцениванию также высылается в муниципалитет. Ну, у меня, в принципе, по общей, так сказать, информации все. Если есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Пожалуйста. Вы можете писать в чате, вот, значит, там есть строка. И еще хочу сказать, что данный материал данного вебинара, он будет размещен на сайте Института развития образования, значит, в разделе там, видео, там есть видео, да? А? Ну, по этой же ссылке, да, вот мне подсказывают коллеги, что по этой же ссылке можно, значит,
Пожалуйста, вопросы. Ну, уважаемые коллеги, ждем от вас каких-то вопросов. Если, в принципе, все понятно по процедуре организации, я, так сказать... Вопросов нет, да? Да. Значит, уважаемые коллеги, ну, в связи с тем, что вопросов, я так понял, нет, я просто хочу пожелать вам удачи в организации вот этого этапа. Победителей ждем на всероссийском этапе, значит, республиканском этапе всероссийской. Ну, по срокам пока еще неизвестно, но уже думаю, что в скором времени будет. Скажут уже, в какие сроки будет именно технология проводиться. И хочу сказать, что у меня просьба, пожалуйста, высылайте свои замечания с разработанным заданием, по, может быть, заданиям практической части, ну, вообще замечания по, может быть, каким-то рекомендациям по организации вот этого этапа. Поверьте, это очень важный для нас момент, потому что мы тоже хотели бы изучить какие-то, может быть, недочеты, недостатки, чтобы в дальнейшем пытаться предотвратить эти моменты. Всем спасибо. До свидания.